Это самое страшное, что может произойти в жизни человечества. Она убивает людей, делает их калеками. Она не щадит никого. 22 июня 1941 году, 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны вероломно вторглась в пределы СССР. Защищая свою родину, погибло миллионы невинных людей. Мужество и отвага народов Советского Союза одержали победу над геноцидом и беззаконием Гитлера. — 9 мая 1945 году был провозглашен Днем Победы. Какой вклад нес чеченский народ в борьбе с фашизмом? О героях, отдавших свои жизни во благо страны, рассказывает Эльбуздукаева Тамара, доктор исторических наук, заведующая отделом истории народов Северного Кавказа. Весь бывший Советский Союз, все население всей республики, все прогрессивное, как раньше говорили, человечество будет отмечать этот великий праздник, самый важный на сегодняшний день. Тем более, что обстановка в мире нестабильна, и опять многонациональной России приходится стоять на защите завоеваний демократии, вообще общечеловеческих ценностей. Поэтому вот этот день, 9 мая, он знаменателен, важен, прежде всего для молодого поколения, которые должны воспитываться в духе патриотизма, любви к родине и готовности защищать свое отечество. Чеченский народ, как и все народы Советского Союза, тогда была Чечено-Ингушская АССР, когда началась Великая Отечественная война, воспринял это сообщение о вероломном нападении фашистской Германии как набат и призыв выйти на защиту своей родины. Военкоматы осаждали добровольцы, и много мирных жителей приняли участие в строительстве оборонительных рубежей вокруг Грозного, потому что враг, особенно в 1942 году, когда самое напряженное и самое длительное сражение времен Великой Отечественной войны – это Кавказская битва за Кавказ и параллельно Сталинградская битва, которая являлась началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. И вот в это суровое время, когда непосредственно угроза нависла над Грозным, а это второе Баку, это нефтяной район, и Гитлер говорил, это часто повторяют, но тем не менее от этого не теряется значение. Гитлер сказал, что если я не захвачу нефть Майкопа и Грозного, мне нужно будет покончить с войной. Через Грозное, значит, на Баку, а далее на Ближний Восток. Одновременно захватив Южную Волгу, ударить с юга на Москву, потому что Москву гитлеровцам не удалось взять, и это первая была победа над вермахтом под Москвой, и идея Блицкрига и молниеносной войны, она завершилась крахом. Грозный был опоясан рубежами, все жители Чечено-Ингушетии рыли эти противотанковые рвы. Сам город превратился в неприступную крепость для того, чтобы немцы не смогли, если в случае, если им удастся прорваться в Грозный, здесь были предусмотрены, и каждый квартал был крепостью укрепленной. Нефть, значит, резервуары должны были гореть и тем самым предотвратить проникновение немцев в город. Не сумев захватить Грозный, гитлеровцы начали бомбить, особенно это тяжелая ситуация сложилась 10 октября 1942 года, когда 200 самолетов над небом Грозного поднялись и начали сбрасывать бомбы на город, подожгли его. И тут большую роль сыграли
пожарные. У нас есть памятник пожарным во знаменование вот этих трагических событий. Что касается подвигов на фронте, наши выходцы из Чечено-Ингушской ССР, чеченцы, ингуши, представители разных национальностей, участвовали в сражениях, начиная от Бреста и заканчивая Берлином. Во всех сражениях они показывали мужество, героизм. И многое было представлено героем Советского Союза из числа чеченцев, ингушей. Эти события 1944 года, депортация, конечно, не все получили это высокое звание. В их числе легендарный Мавлади Висаитов, который 2 мая 1945 года встретился на Эльбе с американскими союзниками. Его трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но он не получил это звание, получал высокие правительственные награды, орден Ленина, но не звание Героя Советского Союза. Он его получил в 90-е годы уже посмертно от президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Вот что касается остальных сражений, не все герои получили высокое звание, но все участники войны – это герои. И поэтому кто в тылу ковал победу, кто в колхозе выращивал хлеб для воинов, кто бурки валял для кавалеристов, всех их можно назвать героями. И численность, вот передо мной книги, это архивное управление, проделало вообще колоссальную работу, поименно назвав жителей, выходцев из республики, кто принимал участие, откуда был призван в ряды советской армии, и справки об этих людях. Но это не законченная книга, еще можно называть новые имена, и они находятся, и архивное управление над ним работает. Вспомним всех поименно. Действительно, каждый человек, будь то санитар, или подвозил продукты, или работал у станка, или добывал нефть, все они герои. Недаром 80 тысяч выходцев из Чечено-Ингушской ССР были награждены медалью за оборону Кавказа. И Грозный, на мой взгляд, конечно, поздно, но получил в 2015 году высокое звание «Город воинской славы». Это высокое звание действительно для города показатель того, что Грозный играл ключевую роль в битве за Кавказ и участвовал в сражениях, которые фактически переломило ситуацию Великой Отечественной войны. Ну, мы говорим о чеченцах, которые участвовали и сыграли свою роль. Но поскольку республика была многонациональная, и работали, невзирая, тогда не делили, кто какого тейпа, кума, кто какой национальности, все работали и воевали на одну победу, она была общая. Вот идеологическая работа очень сильно была поставлена. Вот такие факты, что каждый день 18 раз на 70 языках жителей Советского Союза звучали сводки информбюро. Показывали и тяжелые эпизоды, и победы, и народ знал, в каком состоянии находится страна, как тяжело дается эта победа. И, на мой взгляд, вот сейчас тоже ситуация сложная, повторяю, события на Украине, они являются показателем того, как выполняют свой гражданский долг жители многонациональной России. И отрадно, что с Чеченской Республики ни одного дезертира, ни одного труса, все выполняют достойно свой гражданский патриотический долг. И пройдет время, и на примерах этих ребят будут учить патриотизму, рассказывать о подвиге будущее поколение, так сказать. Я хотела бы остановиться вот на подвиге, ну, всем известно подвиг Хампаши Нуродилова, Маташа Мазаева. А вот сестра Маташа Мазаева, девушка, которая пошла на фронт, ей чуть за 20, участвовала, она санинструктор
была тяжело ранена, имела 9 орденов и медалей. И после только ранения серьезного была комиссована, потеряла и супруга своего, и брата героического. Вот разделила участь своего народа, была выслана в Казахстан. И Галина Ивановна Джунковская, тоже молодая девушка, 20 лет, может 21 год. Она была штурманом, герой Советского Союза, участник Парада Победы. Вот, задается вопросом, почему молодежь так активно шла защищать свое отечество. И много было и снайперов, и парашютистов, и санинструкторов, потому что они были готовы как бы труду и обороне. Вот это Асавиахим, развернувшийся, это ворошиловские стрелки, все это было очень популярно среди молодежи накануне войны. Все были спортивные, все изучали какое-то военное дело, и это очень сильно пригодилось на фронте и в тылу. Вот. Ну, еще можно сказать о вкладе чеченцев, когда были сборы, пожертвования, так сказать, в фонд обороны, то мирные жители несли свои фамильные украшения, золотые, серебряные, для того, чтобы сдать их в фонд обороны. Это тоже вклад в копилку победы. Участвовали в заемах, несли деньги, средства вкладывали. Потом ученые, артисты. Это тоже героическая страница и требует особого изучения, потому что фронтовые бригады, а среди них артисты театра, который потом, уже в ходе войны получил имя легендарного героя Хампаши Нурадилова, объездил и госпиталя, и на фронте побывали. Они показывали, поднимали дух бойцов, показывали скетчи, читали патриотические стихи, в общем, исполняли песни, танцы. И начало карьеры выдающегося танцора Махмуда Исабаева началось именно с выступлений в этой фронтовой артистической бригаде. Артисты Русского драматического театра участвовали в сборе средств на эскадрилью и получили даже благодарность от Верховного Главнокомандующего за то, что они собрали эти средства, участвовали вот в сборе этих средств. Это тоже вклад в копилку победы. Так что об этом можно говорить очень много. О каждом герое можно снимать отдельные передачи и рассказывать, популяризировать подвиги советских героев. Если бы победил фашизм, то вообще не было цивилизации, был бы полный геноцид, потому что эта человеконенавистническая идеология, она не оставляла никому шанса. Они поделили народы на арийских, которым нужно повелевать, это немецкая нация, и все остальные, которые должны были либо быть рабами, либо быть уничтоженными. Фабрика смерти, которую они придумали и осуществляли, эти лагеря, где сжигали или душили газом миллионы людей, советских и из Европы. Нет такого народа в многонациональной советской стране, который бы не проявил себя как герой. Ведь фашисты надеялись, что с первым ударом Советский Союз распадется как карточный домик, что все народы насильно загнаны в эту страну. А получилось совсем наоборот. Народы сплотились и одержали очень большой ценой победу над фашизмом. Это мировое зло. К сожалению, спустя больше 80 лет это все повторяется. И сейчас Россия борется опять с мировым злом для того, чтобы отстоять свои ценности, семейные, человеческие. И мы надеемся, как говорили, что враг будет разбит, победа будет за нами. Сейчас тоже никто не сомневается. Приходится, к сожалению, платить жизнями молодых людей
И смотря аналитические программы, наблюдая за новостями, просто прекрасные лица, прекрасные их подвиги. Вспоминаешь и то, что делали, какие подвиги совершали уже их и не деды, а прадеды на фронтах Великой Отечественной войны. Вот и молодежь должна просто помнить это, знать. Повторяю, если сотрется это все в памяти, то тогда фактически не будет идентичности российской, чеченской, ингушской и так далее. Вроде и День Победы, светлый праздник, но 9 мая 2004 года в результате террористического акта погиб первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. И поэтому 10 мая чеченский народ вспоминает об этом человеке, который фактически спас чеченцев и от края пропасти отодвинул, от самоистремления, от того, что чеченцы стали как с клеймом террористы и головорезы. Он показал всему миру настоящий портрет чеченского народа, созидателя, культурного, образованного народа. А всякой швали хватает в любом народе. Поэтому 10 мая вспоминают Ахмата Хаджи Кадырова, вспоминают тех, кто отдал жизнь и в Великой Отечественной войне, и в афганской войне, так скажем, потому что много из республики участвовало в этой операции. Вспоминают и депортированных, которые отправлялись в ссылку на долгие 13 лет, погибали в пути от голода, холода. И что характерно, изучая документы, смотришь, как работали в колхозах, на шахтах чеченцы, ингуши самоотверженно. Они не таили злобу ни на власть советскую, ни на правительство. Так, конечно, они понимали, кто виновен в этом. Но чтобы бороться, сопротивляться, этого не было. А вот эта коллективная травма, она, конечно, сказалась уже в 90-е годы, когда стали говорить, что вот вас могут обратно выселить, надо бороться за независимость, свобода или смерть и так далее. И многие поверили и вступили на путь самоистребления. Как раз Ахмад Хаджи Кадыров спас народ от этого. Ну вот 10 мая будем вспоминать, опять задумываться о том, как бы не повторить ошибки прошлого, а идти только вперед. И действительно мы имеем прекрасные свидетельства, что наш народ может созидать, жить в мире, строить, учиться. И вот молодежь должна именно на этом позитиве воспитываться. Мы живем в сложное время. Можно сказать, зависит от доброй воли, даже не от доброй воли, от разума правителей Соединенных Штатов, их союзников по НАТО. Если развяжется война, Третья мировая, она будет уже с применением оружия массового поражения, то тогда, наверное, полчеловечества погибнет. Погибнет цивилизация. Вот не допустить вот этого события. Мы видим, как бездумно ведет себя президент Соединенных Штатов Байден. Мы видим, как терпеливо и настойчиво пытается показать свою позицию Владимир Владимирович Путин. Потому что 8 лет, с 2014 года, пытались идти, значит, по пути Минских соглашений и односторонне выполняли. А вторая сторона оттягивала время, создавала свой оборонительный кулак или наступательный кулак. И многие думают, что Россия напала на Украину. Россия просто предотвратила, она совершила превентивную войну, чтобы не получить линию фронта уже где-то в Ростове или недалеко от Чеченской Республики. Поэтому нужно помнить, что самое дорогое для людей – это мир, и укреплять
и способствовать развитию мира любыми. Как говорится, худой мир лучше доброй, как говорится, войны. И когда мы были помоложе, и вот в этих фильмах про войну говорили, что лишь бы не было войны. Думаю, какая может быть война? Самое страшное позади. Но, оказывается, мир – это такая зыбкая субстанция, и в любой момент эти ястребы, эти корпорации, эти хищники, которым нужно, главное, обогащаться за счет крови, за счет продажи оружия, за счет того, что в любой точке мира сотворить конфликт и кинуть в этот конфликт народы, им никого не жалко. Англосаксы должны править миром, по их мнению. Теория золотого миллиарда, остальные лишние, слишком много народонаселения на планете, по их мнению. Поэтому все это, теория еще Маркуса в 20 веке, или даже конец 19 века, что население слишком быстро увеличивается в геометрической прогрессии, а средства существования в арифметической. И поэтому оправданы войны, эпидемии, вот тот же ковид, ну все это, если вдуматься, анализировать, то все идет на истребление человечества. Поэтому нужно, повторяю, беречь мир, не поддаваться провокациям. Если надо, суметь защитить свою страну. Ну, вот эти мои пожелания. Мы должны помнить о подвигах наших предков, о том, какой ценой они победили, чтобы не допустить подобного впредь. Мы обязаны знать историю своей страны, своего народа, чтить и гордиться героями, которые отдали свои жизни за мирное небо над нами.